Нас как волна захлестнула пандемия COVID-19, и как-то на задний второстепенный план отступила пандемия сахарного диабета, объявленная Всемирной организацией здравоохранения как минимум 2 десятилетия назад. Что мы знаем о диабете и о чем предупреждают нас специалисты? Я примерно в 80-х годах начал болеть. Я сам не помню, когда началось, потому что это начинается медленно, и такой процесс, который идет, аппетит сперва повышается, потом резкое похудение идет, жажда будет мучить, там проблемы. А в основном идет из-за нервного напряжения. Из-за нервного напряжения, когда нервное напряжение поджелудочную железу дает нагрузка, из-за этого начинается. Когда резко похудел, думал, что это такое серьезное заболевание, как раковое или что-нибудь. А потом сказали, что это диабетики, оказывается, больше половины тогда Академии наук болели. Когда положили в больницу, тогда лечение было назначено. Лечение было назначено, что нужно только инсулинотерапия, то есть таблетки ничего не поможет. Это диабет первого типа, сказали. Когда я стал лечиться, инсулином стал лечиться, все стало в прошлом, хорошо стал действовать. Я желаю, чтобы сотрудники или всем населением, чтобы следили за своим здоровьем. К сожалению, актуальность сахарного диабета, она будет еще много-много лет. Потому что, несмотря на то, что нам бы хотелось, чтобы заболеваемость пошла на спад, да, сейчас сохраняется рост заболеваемости, и он с каждым годом пока еще увеличивается. Хотя, по прогнозам, последние годы Всемирная организация здравоохранения, Всемирная ассоциация диабета, да, Федерация диабета, они считают, что если мы будем работать с людьми с предиабетом, то есть те люди, которые находятся в группе риска, да, и эти люди будут придерживаться здорового образа жизни, да, и они будут следить за своим здоровьем, следить за уровнем сахара в крови, не будут нарушать диету, будут активно заниматься физическими активностью, да, продолжаться, у них, может быть, сахарный диабет развиваться так быстро не будет. Но пока сейчас мы говорим о том, что рост диабета сохраняется. И если взять последние годы, я работаю врачом уже 20 лет, да, когда мы начинали работать, диабет был, но диабета так много не было. Тогда было где-то в районе около 15 тысяч больных по всей республике. Да. За последние годы выявляемость, конечно, сахарного диабета у нас выросла. Да, и в этом, опять-таки, хорошо помогают и семейные врачи, и ассоциации, которые работают с больными сахарным диабетом. Да. То есть люди стали больше делать акцент о том, что у них может быть сахарный диабет. Они стали больше узнавать о том, что есть сахарный диабет как таковое заболевание. Да, и, соответственно, больше стали сдавать анализов, и стало больше выявляться пациентов. Да? Поэтому сейчас мы говорим про Кыргызстан, в котором 67 тысяч больных как минимум. Но точные данные на сегодня сказать не могу, потому что надо статистику, в этом году статистика может немножко откладываться, да? Но в прошлом году было зарегистрировано 67 тысяч больных сахарным диабетом. Да? Поэтому в этом году я не думаю, что их будет меньше или будет намного меньше. Да? Рост диабета сохраняется, и диабет ежегодно регистрируется, только как впервые выявленный, да? Около 5-7 тысяч больных. А сколько не выявлены, сколько ходит, которые знают о своем заболевании или которые вообще не знают о том, что у них может сахарный диабет быть, да, это, конечно, еще очень большой риск. По прогнозам, у нас в Кыргызстане должно быть не меньше, чем 180 миллионов больных сахарным диабетом. Вернее, 180 тысяч. Есть диабет первого типа. Первый тип диабета – это заболевание, его встречается много, но не критично. Да? У нас сейчас по всей стране где-то около 2,5–3 тысяч больных сахарным диабетом первого типа. При этом заболевании поджелудочная железа перестала вырабатывать инсулин. И при этом заболевании пациент будет нуждаться в постоянной пожизненной инсулинотерапии. Да? К сожалению, это заболевание предотвратить нельзя. Наследственность здесь такой большой роли не играет, хотя есть примерно 10-15 случаев, когда из поколения в поколение у людей может развиваться сахарный диабет первого типа.
Есть заболевания, которые охватывают практически всю группу больных диабетом, это диабет второго типа. И это где-то около 62-63 тысяч больных сейчас по Кыргызстану. Ну, примерно где-то в расчет брать первый тип диабета 5-10%, да, второй тип диабета это до 95% всех случаев. И вот здесь, конечно, можно предотвратить эту заболеваемость, да, потому что это наследственность. И в семьях, особенно в тех семьях, где избыточный вес, особенно в тех семьях, где малоподвижный образ жизни, особенно в тех семьях, где много сахарного диабета уже есть, да, риски заболеть диабетом остальным членам семьи, они возрастают. Да? Это возраст. Моложе мы не становимся, да, из года в год, поэтому у людей старшей возрастной группы диабет будет выявляться. Да? Это какие-то наши неправильные режимы, да? Поздний прием еды, калорийная еда, где-то может быть малоподвижный образ жизни. Да? Это все относится к группе риска сахарного диабета. В последние годы стало больше фиксироваться женщин, у которых есть гестационный сахарный диабет, то есть изменения во время беременности. Они у всех есть физиологические, да, но просто какая-то женщина справляется с этими изменениями, да, какая-то не справляется, вот у части женщин развивается диабет. После родов обычно сахарный диабет, который был во время беременности, он проходит. Да? Но эти женщины остаются в группе риска, и опять-таки с возрастом у них может развиваться диабет второго типа. И есть более редкие типы диабета, которые, на самом деле, не больше 2-3%. Да? В Кыргызстане они практически не фиксируются. Может, они и есть, но мы их как-то автоматически относим больше к группе второго либо первого типа, да? Поэтому они относят. Это генные заболевания, это заболевания поджелудочной железы, это другие эндокринные патологии. Да? Но вот это вот такие типы диабета, они, конечно, встречаются очень-очень редко. Дети болели сахарным диабетом всегда. Это диабет первого типа, это есть неонатальный сахарный диабет, который, к сожалению, в Кыргызстане долгое время не диагностировался, потому что это заболевание связано с какими-то генетическими нарушениями, и опять-таки не всегда было возможно обследование провести полностью на неонатальный диабет. Немножко разное течение. Да? Немножко разное лечение, потому что первый тип диабета – это инсулин, неонатальный диабет – это таблетированные сахароснижающие препараты. Наше отделение в эндокринологии с этим стало работать. Но если сравнить количество детей, то, конечно, да, как рост диабета вообще, так и количество детей, которые болеют сахарным диабетом, оно неуклонно растет. И если раньше наши эндокринологи, педиатры говорили, что в год приходит 20-30 больных, да, то сейчас мы фиксируем до 50 больных детей ежегодно, которые заболевают диабетом. И что самое страшное, наверное, это то, что у нас стали появляться детки в большем количестве, которые маленькие, которые до года. Они и раньше были, но это было всегда нонсенсом. А сейчас это уже входит в такое, что мы ежегодно фиксируем таких детей, и такие дети, они дальше живут и развиваются уже с сахарным диабетом. Поэтому для них обучение, для родителей, как жить с диабетом, здесь может быть не только даже эндокринологи, здесь очень хорошая помощь требуется от психологов, чтобы семьи научились жить и вот принять этот сахарный диабет. В этом факторы риска для первого типа диабета их нету. Если мы говорим, опять-таки, первый тип диабета может развиться практически у любого ребенка, мы не можем от него подстраховать. Да? Но другой момент, чаще всего это заболевание связано с поломкой иммунитета. Да? И это чаще всего после каких-то вирусных инфекций. Да? Это может быть употребление того же, допустим, коровьего молока. Почему грудное молоко? Грудное молоко, оно все-таки более чище. Да? Когда мы говорим коровье молоко, дети, если вдруг получают какие-то такие добавки, да, они могут иммунизироваться больше. Поэтому вот здесь казеин коровьего молока, он может играть фактором риска развития диабета первого типа. А так сказать, что профилактика первого типа, к сожалению, не существует. Ну и, конечно, подростковый возраст, иногда как первый тип, да, это пубертат, это выброс гормонов. Да, в таком возрасте диабет может развиться чаще, да, опять-таки на каких-то предпосылках. Что касается профилактики сахарного диабета вообще, да,
Профилактики первого типа как таковой не существует. Ну, поддержание здорового образа жизни. Обращать надо внимание на то, как ваш ребенок или молодые люди развиваются, да, как они себя чувствуют. И если появилась клиника, конечно, мы уже обращаем внимание, обращаясь к врачу. Первый тип диабета часто идет после каких-то вирусных атак, на фоне стрессовых ситуаций, на фоне пубертата, да, вот в эти моменты надо будет обратить внимание на своих деток, может быть, почаще, да, и если вдруг какие-то симптоматика появляется, сходить, в том числе сдать анализ на сахар. Второй тип диабета – это, конечно, поддержание, еще раз, как не банально бы звучало, это здоровый образ жизни в первую очередь. Это правильное питание, это отсутствие больших приемов еды, это отсутствие очень калорийных продуктов в еде, да, ну, по крайней мере, в большом количестве. Да. Это по возможности не злоупотребление сладкими вещами. Да. Поэтому, когда в наших магазинах очень много напитков сладких на сахаре, на сахарозаменителях, да, когда мы очень много там едим конфет, шоколада, тортов, да, это все большая нагрузка на поджелудочную железу. Может быть, это надо будет количество сократить. Может быть, в некоторых случаях это не надо будет употреблять. Да? Но вот это все одни из тех факторов, когда поджелудочная железа с годами перестает вырабатывать то количество инсулина, которое требовалось бы. Да? Дальше, если мы говорим то, что мы очень поздно едим, очень как бы в режиме у нас есть нарушение в плане того, что основная еда все-таки ужин, да, а надо по возможности распределить еду в течение дня. Потому что когда мы едим редко, когда мы едим не совсем сбалансированно, наша еда, да, поступает от случая к случаю, и организм настраивается на накопление пищевых запасов, потому что он не знает, когда в следующий раз поступит еда в большом количестве. Да? И следствие этого идет избыточная масса тела. А избыточная масса тела – это еще один риск-фактор развития сахарного диабета в том числе. Даже тем людям, которые имеют просто большой вес и которые чувствуют себя хорошо, они могут отмечать то, что у них в течение дня иногда бывает чувство голода. Это значит, инсулин у них вырабатывает чуть больше, а вот это неправильный выброс инсулина, он приводит к инсулинорезистентности. Вот в этом плане как бы не очень хорошо, и прогнозы, опять-таки, у лиц с большим весом в плане развития диабета, у них диабет развивается в несколько раз чаще, чем у лиц с нормальной массой тела. Поэтому, опять-таки, здоровый образ жизни, физическая активность и правильное питание. Если мы говорим про профилактику осложнений, вот здесь, конечно, уже у диабетика профилактику осложнений можно проводить, но для этого пациент с диабетом и члены его семьи должны знать, как жить с диабетом вообще. Да? И если они знают, как жить с диабетом, если они контролируют сахара, если они проходят обследование, чтобы не было уже запущенных осложнений, потому что диабет – это мина такого замедленного действия. Осложнения развиваются из-под тишка, они очень долгое время не проявляют себя никак, да? А потом уже, когда они проявились, лечить очень тяжело и в некоторых случаях невозможно, потому что клетки разрушились, а нам надо не допустить, чтобы клетки разрушались. Да? Поэтому есть целевые значения сахара. И вот эти целевые значения сахара надо, чтобы ваш эндокринолог или семейный врач, у которого вы наблюдаете, если диабет второго типа легкий, да, не требует инсулинотерапии, да, дал рекомендации, какой же сахар у вас в течение дня должен быть. И если вы эти сахара придерживаетесь, если вы контролируете свои обследования в плане того, что нет нарушения работы печени, работы почки, да, то, в принципе, осложнения, может быть, и можно отсрочить, да, чтобы они не развивались сейчас, а развивались там гораздо позднее, либо не развивались вообще. Да. Надо проходить окулиста. Надо проходить обследование, опять-таки, чтобы не было проблем со стороны сердца, со стороны печени, потому что бывают проблемы с жировым гепатозом в том числе. Да? Но это части питания в том числе. Да? Ну а лекарственных препаратов, конечно, лекарственной терапии, их очень-очень много. Это и таблетированные препараты, это и различные виды инсулина. Это уже будет решать врач, который непосредственно будет вести ваш диабет. Диабетология – это наука, которая изучает сахарный диабет. И в ней все меняется настолько быстро, да, и методы лечения проявляются настолько быстро, да, что Кыргызстан за этим не всегда успевает. За последние 10-15 лет появилось так много новых препаратов всяких разных групп, которые, опять-таки, не стимулируют выброс инсулина, а работают на другие этапы патогенеза сахарного диабета, чтобы диабет не прогрессировал. Да. И от них мы ожидаем очень больших результатов. К сожалению, не все они в Кыргызстане доступны. Многие наши пациенты, которые такие препараты хотят получать, они их привозят издалека, да, но результаты шикарные. Другой момент, когда мы говорим про лечение самого диабета,
Да? Сейчас меняется подход вообще в плане того, что надо диабет не столько лечить, да? Его, конечно, мы будем лечить, и дальше мы будем работать с больными сахарным диабетом. Нам надо сократить количество этих больных с диабетом, чтобы не появлялись новые случаи. Поэтому сейчас идет упор на то, чтобы работали семейные врачи с группой предиабета, чтобы вот эти люди, у которых еще нет клиники, у которых еще нет никаких там симптомов, да, которые могут иметь незначительное повышение сахара крови, чтобы у них диабет не развивался, потому что такое состояние оно может идти годами, а может там за какой-то маленький короткий промежуток времени развиться в тяжелый диабет, особенно если будут к этому предпосылки, например, вирусная инфекция. Вот сейчас ковидные больные, которые были, у них очень многих появлялись впервые выявленный сахарный диабет именно во время эпидемии, пандемии. Да? Потом после пандемии сахара стабилизировались, да? У кого-то диабет исчез, у кого-то остался, кто-то остался на инсулине, кто-то остался на таблетках, да? Кого-то опять перевели просто на диету, но проблема такая есть. И не только ковид, да? Любая инфекция, любой стресс, да? Оно все может привести к тому, что сахара могут подскакивать, диабет может развиваться. Поэтому вот люди, которые находятся в группе риска, они должны уже о себе заботиться, они уже должны следить за своим уровнем сахара крови. В этом плане будет как профилактика. Очень большое значение идет обучение, то есть пациент должен быть обучен, он должен знать, как жить с диабетом, да, и чтобы не было каких-то ситуаций, когда врача нету, обратиться некому, да, а ситуация может требовать экстренной помощи. Поэтому обученный пациент, он более компенсированный, обученный пациент, с ним легче в плане того, что ему легче подобрать лекарственные препараты. То есть пациент с сахарным диабетом, как и любой другой пациент с любым неинфекционным заболеванием, он должен быть обучен правилам жизни со своим заболеванием. Поэтому тот пациент, который знает про свой диабет, да, с ним работать врачу-эндокринологу или семейному врачу будет гораздо легче, потому что такой пациент как минимум задает вопросы: а почему? А почему мне плохо? А почему у меня сахар такой? А что я могу сделать для того, чтобы сахар снизить? И вот в этом плане, когда задаются вопросы, врачу легче. Когда вопросов не задается и когда рекомендации не выполняются, врачу какие-то рекомендации давать очень тяжело, потому что мы знаем, мы можем вам помочь, да? Но от вас зависит 90% успеха.